Это программа «Актуальное интервью», в студии Иван Лазаренко. В Якутске сегодня начнет свою работу международный детско-юношеский фест-форум языков коренных народов «Наследники традиций». Напомню, 2019 год объявлен Организацией Объединенных Наций Международным годом языков коренных народов мира. В республике в течение года пройдет целая череда мероприятий, направленных на сохранение языка, культур коренных народов. О проблемах языка, культуры и о том, что требуется от власти и общества, мы поговорим сегодня с гостем в студии. Это координатор международного фест-форума «Наследники традиций» Виктория Шумилова. Виктория Валентиновна, здравствуйте. Здравствуйте. Год, объявленный Организацией Объединенных Наций, посвящен коренным народам мира. Кто входит в их число? Ну, в частности, что касается нашей республики. Какие народы, населяющие нашу республику? Да, действительно, Генеральная ассамблея ООН 2019 год объявлен, провозглашен Международным годом языков коренных народов. В России, по данным переписи 2010 года, проживает более 190 народов и более 30 государственных и титульных языков. В республике Саха-Якутия проживает более 120 национальностей. Значит, коренными народами считаются это коренные малочисленные народы севера Республики Саха-Якутия. Это 5 народов севера. Это эвены, эвенки, юкагиры, чукчи и долганы. Ну, в том числе, конечно, коренные якуты – это тоже коренные народы. И коренные русские тоже считаются коренными народами. Ну, если взять коренные малочисленные народы севера, то не секрет, что остро стоит проблема сохранения языка. Вот на каком уровне сейчас, скажем так, владение языком у коренных и малочисленных именно народов Якутии, и какие тенденции преобладают? Все-таки язык развивается или язык потихонечку угасает? Да нет, значит, после 90-х годов, когда была принята концепция возрождения национальных школ, в Республике Саха-Якутия, конечно, остро такими темпами развивается и встал вопрос развития, сохранения и развития языков коренных малочисленных народов Севера. И, значит, ежегодно Министерством образования и науки Республики Саха-Якутия проводится мониторинг. Если сравнить уже за десятилетие, то у нас есть хорошие показатели. Это увеличение желающих изучить родные коренные языки коренных народов Севера, и увеличивается даже количество школ и дошкольных образовательных учреждений, где значит, ведется образовательная программа по изучению родных языков коренных малочисленных народов Севера. Ну, а какие причины можно все-таки назвать основными, влияющими на ассимиляцию языков коренных народов, и какие, кроме принятых уже образовательных программ, какие меры можно еще внедрить, чтобы сохранить и развивать родной язык? Ну, современный мир глобализации, конечно, ассимиляции поддаются все языки мира, да, не исключение и родные языки коренных народов Севера. Да. Тем не менее, нашим правительством республики ведется большая работа по вопросам сохранения и развития языков. Вот как я говорила, и после принятия концепции сохранения и развития национальных школ у нас принято много законов. Это закон о языках Республики Саха-Якутия, о статусе языков коренных малочисленных народов, о кочевых школ Республики Саха-Якутия. И у нас есть госпрограмма работает. Это, значит, госпрограмма Республики Саха-Якутия по сохранению и развитию родных языков. Значит, госпрограмма тоже принята по развитию образования Республики Саха. И там, значит,
включена подпрограмма значит, «Дети Арктики и Севера», которая, конечно, направлена на развитие образовательных организаций арктических и северных районов, и образовательных организаций мест компактного проживания коренных малочисленных народов и кочевых школ. Ну, то есть можно с уверенностью сказать, что на государственном уровне ведется довольно-таки серьезная работа по сохранению языков малочисленных народов Севера. На общественные организации принимают ли какое-то участие в этом процессе? Конечно, конечно. Это ассоциации, значит, Ассоциация коренных малочисленных народов Севера Республики Саха-Якутия, Ассоциация эвенков Республики Саха-Якутия, Союз эвенов Республики Саха-Якутия, Ассоциация юкагиров Республики Саха-Якутия, Ассоциация чукчей Республики Саха-Якутия, Ассоциация долган Республики Саха. Они, несомненно, постоянно принимают активное и участие, и постоянно участвуют значит, в решении, значит, вопросов по сохранению и развитию языков. А можно ли говорить о том, что в последнее время, в текущее время молодежь стала более активно интересоваться сохранением родного языка? Конечно, значит, Министерством образования ежегодно проводится олимпиада по развитию языков, литературы и культуры родных языков коренных малочисленных народов Севера. Да? И в последние годы участников стало больше и больше. Значит, по окончании школы выпускники поступают в высшее учебное заведение. Это Институт языков и культуры народов Северо-Востока, Северо-Восточного федерального университета имени Максима Кировича Амосова. Поступает Российский государственный педагогический университет имени Герцена, Институт народов Севера. Ну и наш Арктический государственный институт культуры и искусств на отделение народов Арктики, культуры и, значит, народов Арктики. Ну и поэтому, тем более, значит, в последнее время у нас ставятся дополнительные баллы по ЕГЭ, которые сдают экзамены по ЕГЭ по родным языкам и литературе народов Севера. Ну, давайте вернемся к форуму, который стартует сегодня. В основном он имеет детско-юношескую все-таки направленность, я так понимаю, да? Что будет в программе этого форума? Кто приехал? Сколько участников? Какие цели и задачи были перед форумом поставлены? И как вы думаете, будут ли они достигнуты? Ну, значит, идея от организации проведения международного фестфорума языков коренных народов была инициирована Феодосией Васильевной Габышевой, и она, вот это мероприятие включено в реестр, перечень мероприятий Федерального агентства по делам народов России. И вот, значит, она идея фестфорума направлена на выявление талантливых детей, на сохранение и уникальной культуры и обрядовых, фольклорных традиций коренных народов Севера. И сюда, значит, зарегистрировано около 160 участников, и не только дети, да, но и пригласили сюда и носителей, старожилов, которые будут показывать мастер-классы, будут творческие мероприятия проводить свои по культурному наследию. Значит, приехала из арктических северных районов дети. И программа мероприятия будет проводиться всю неделю до 3 числа. 3 числа сегодня открытие, как раз в Доме дружбы народов, и 3 числа будет закрытие, награждение на площади Ленина. А из каких-нибудь регионов России ожидаются гости или участники? Да, мы приглашали, но, к сожалению, пока заявок не поступало.
Еще какие мероприятия проводятся в нашей республике в рамках именно вот года языков коренных народов мира? Да, по всей России в связи с этим Международным годом языков коренных народов проводится по всей России очень много мероприятий. В Республике Саха-Якутия самым значительным и международного уровня мероприятием является вот этот фестфорум, но оно будет проходить в рамках международной конференции ЮНЕСКО по сохранению и развитию языков в киберпространстве. И как раз вот эта конференция будет, значит, проводиться с 1 по 5 июля. Приглашены очень много иностранных гостей и участники из регионов России. Ну и вернемся к образовательным программам, которые приняты. Насколько эти образовательные программы, действующие именно сейчас, учитывают потребность? Хватает ли этих программ, которые внедряются Министерством образования? Достаточно ли их для того, чтобы молодежь, дети в полной мере изучали свой родной язык, сохраняли культуру и традиции? Да, действительно, как я говорила, у нас с каждым годом хорошие показатели, и по желанию родителей, по желанию населения, значит, дети в школах и образовательных организациях изучают родные языки. Конечно, в настоящее время учителей родных языков у нас на сегодня 85 учителей работают по преподаванию родных языков коренных малочисленных народов Севера. Конечно, по укомплектованию учебно-методических пособий у нас ведется работа. Единственный институт у нас по России является Институт национальных школ, который разрабатывает учебные пособия, методические пособия по родным языкам коренных народов. Значит, ведется работа по подготовке кадров, и повышению квалификаций. Сегодня форум стартует. Еще раз напомните, где и во сколько, чтобы желающие могли подойти. Да, вот, дорогие зрители, населению Республики Саха, хотела бы пригласить сегодня в 5 часов на открытие Международного детско-юношеского фестфорума языков коренных народов. В 5 часов Дом дружбы имени Кулаковского сегодня. Ну и потом на закрытии. Виктория Валентиновна, спасибо, что нашли время и ответили на наши вопросы. Я желаю вам хорошо провести этот форум и удачи в вашей работе. Спасибо. Это была программа «Актуальное интервью». Но о сохранении языка, культуры, традиций и обычаев коренных народов нашей республики мы говорили сегодня с координатором Международного фестфорума «Наследники традиций» Викторией Шумиловой. До встречи в эфире.